Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток». Эксперты говорят, что санкции против России отрицательно отразятся на странах Центральной Азии. Впервые за 5 лет по сравнению с прошлым годом уменьшились денежные переводы трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана в свои страны. Мигранты из Узбекистана составляют половину всех трудовых мигрантов, находящихся в России. Это от 4 до 6 миллионов человек. Они ежегодно переводят в Узбекистан сумму, равную четверти годового бюджета страны. Но из-за падения курса рубля положение трудовых мигрантов в России ухудшается. Курс рубля неумолимо падает по отношению к доллару и евро. Нефть дешевеет, что ведет к замедлению роста российского ВВП. Но санкции против России и кризис на Украине непосредственно сказываются в первую очередь на и без того нелегком положении трудовых мигрантов в России. Абсолютно все граждане Центральноазиатского региона, прибывшие в Россию на заработки и с кем нам удалось поговорить, единогласно отмечают ухудшение своего материального положения. Трудовые мигранты говорят и об уменьшении денежных переводов своим семьям, о резком подорожании продуктов питания и услуг. Согласно нашим опросам, тяжелее всего приходится мигрантам из Узбекистана, которые, в отличие от своих таджикских и кыргызских собратьев, не могут выслать непосредственно рубли. Им необходимо сперва обменять рубль на доллары по растущему ежедневно курсу, а потом родственники, получившие эти деньги, должны обменять на черном рынке доллары на узбекские суммы. Как рассказал один из мигрантов из Узбекистана, работающий в Москве, Саид Ахмад, цены растут, рубль дешевеет, а зарплаты, наоборот, уменьшаются в связи с кризисом. Если до украинских событий я отправлял в среднем около $700, то сейчас я уже отправляю $500 в США. Действительно, за последние несколько месяцев девальвация рубля обошла уже 20% рубеж, и курс продолжает падать. Уже сейчас большинство девелоперских компаний в России говорят о заморожении большинства строек. Крупнейшие компании обращаются за помощью к государству. Вот почему, наверное, рабочие из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана жалуются на то, что ФМС резко сократила, а в центральных регионах и вообще прекратила выдачу разрешений на работу, разрешений на временное проживание и вид на жительство. Ну а эксперты говорят о дальнейшем ужесточении Кремлем миграционной политики. Политики на уменьшение рабочей силы из региона Центральная Азия. Более миллиона жителей Таджикистана работают в России. Их доходы составляют половину ВВП республики. Пока еще не все трудовые мигранты ощутили на себе повышение курса доллара, так как заняты в сфере торговли, строительстве и ЖКХ. Ближе к зиме мигранты возвращаются к себе на родину. С чем они едут домой, расскажет коллега из радио Озади Хирамон Бакозада. В этот октябрьский день очередной рейс из российского города доставил в Душанбе находившихся на заработках граждан Таджикистана. Родные рады встрече, трудовые мигранты подытоживают сезонные работы в России. Более миллиона жителей Таджикистана, выезжающих на работу в Россию, уже переводят не менее $4 миллиардов в год, обеспечивая более половину объемов внутреннего валового продукта страны. Однако в этом году их доходы заметно снизились. На наши доходы повлиял рост курса доллара. Доллар вырос с 1,34 до 1,43 рубля. Вдобавок сильно выросли цены и на продукты. Но я все равно поеду в следующий раз на заработки. Здесь-то работы нет. Экономисты, наблюдающие за ситуацией, отмечают, что в последнее время российский рубль заметно сдал позиции, примерно на треть, что напрямую повлияло на доходы наемных рабочих. Доступные данные за первое полугодие свидетельствуют о том, что уровень перевода денежных средств трудовыми мигрантами из России по сравнению с 6 месяцами 2013 года сократились до 17%. Это означает, что если в среднем каждый трудовой мигрант за один раз посылал $310 домой, то в этом году доходы семьи немного сократились и составили $270. Уменьшение доходов мигрантов – это лишь малое, с чем сталкиваются они. Часть из них уже осталась без работы, говорит представитель правозащитного общества «Мемориал» Бахром Хамроев. У мигрантов настроение не совсем хорошее, потому что они зарабатывают только, и не только зарабатывают сейчас, но как они раньше зарабатывали там 30 тысяч рублей, они какие-то из этих 30 тысяч рублей отправляли домой. Они сейчас уже $100 отправляют, а
через месяц, два, три. Мне кажется, сейчас уже наблюдаем мы и сокращение очень много. Люди мне даже самому звонят, спрашивают работу. Те строительные компании, некоторые уже перестали, те, которые зарплаты выдавали трудовым мигрантам вовремя, они сейчас перестали заплатить. Санкции в отношении России окажут негативное влияние на экономику стран Центральной Азии, говорится в докладе Европейского банка реконструкции и развития. Бюджеты этих стран недополучат сотни миллионов долларов, так как зависимы от денежных переводов из России. Об этом в репортаже Жулды Сураспаковой из кыргызской службы радио «Азатык». Ежегодно кыргызстанцы присылают на родину около 2 миллиардов долларов, а это почти треть ВВП страны. Глава правительства Жомарт Оторбаев в конце июля сообщил, что не видит прямого влияния введенных в отношении России санкций на экономику Кыргызстана. При этом он признал, что рост денежных переводов от трудовых мигрантов из России остановился. В принципе, денежные переводы наших мигрантов, они не уменьшились. Есть тенденция к росту, но по сравнению с аналогичным периодом 2013 года этот рост немножко замедлился. Европейский банк реконструкции и развития, в отличие от главы правительства, считает, что у Кыргызстана, в значительной степени зависящие от денежных переводов своих граждан, есть особые причины для беспокойства. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов переводов. Все-таки санкции приводят к тому, что экономика Россия, она замедляется, уже прогнозы того, что она просто будет идти уже в минус. Вот, то есть сокращаются, естественно, рабочие места, экономика уже не переваривает всех мигрантов, желающих там работать. Уже не нужны, уже нет того сервиса, скажем, уже не нужны вот эти люди. Вот, поэтому я думаю, что миграционные препоны, они будут на самом деле ужесточаться. Власти Таджикистана уже начали готовиться и говорить о создании рабочих мест в стране, чтобы минимизировать воздействие санкций в отношении России на экономику Таджикистана. Мигранты начнут массово возвращаться и в Кыргызстан, предполагает Махсат Ишимбаев. Однако при этом не видно, чтобы правительство к этому готовилось и прогнозировало последствия для экономики страны. Джилды Сороспакова, Жанар Джолдушпаев, Бишкек, Азаттык. Трудовые мигранты уже задумываются, куда им ехать на заработки в следующем году. Россия не так привлекательна, как раньше. Худагуйлы Ахметов из Туркменистана говорит, что высокие цены на продукты питания и жилье в России заставляют его искать другую страну для заработка. Сейчас которые приехали ребята, они уже под вопросом стоят. Да, если таких доллар поднимется, приехать сюда или не приехать, выгода нету, да. Сравнивают они, выгода нет. Лучше, говорят, в Турцию или другое поехать легче будет, наверное, да им. Пока эксперты не дают положительных прогнозов о ситуации в российской экономике. Поэтому для многих трудовых мигрантов остается открытым вопрос, где найти работу. Это была программа «Перекресток». До свидания.